В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Вначале коротко об основных темах этого выпуска. В Якутии планируется сократить порядка 2000 бюджетных мест. В основном это коснется административно-управленческого персонала. Этот и многие другие тезисы прозвучали на традиционной пресс-конференции главы республики. Чистая вода и надежность. В Якутске запущен современный водоузел номер 7 для жителей района ДСК. Реализация мастер-плана Нерюнгри продолжается. В Южной Якутии открыли еще один блок Центральной районной больницы. Чарующе может звучать не только хомус. К завершению подошел марафон «Топот мамонта». 2 месяца школьникам Якутска рассказывали о национальных музыкальных инструментах. Накануне Нового года в Алдане прошло открытое первенство по хоккею с шайбой среди детей. Кроме команд из Якутии на турнир приехали гости из Амурской области. С января будущего года Китай вводит новые правила экспорта поддержанных автомобилей, которые могут существенно повлиять на российский рынок. Экспортируемый автомобиль, зарегистрированный менее 180 дней назад, должен сопровождаться официальным подтверждением послепродажного обслуживания от производителя. В документе обязательно должны быть указаны страна назначения и данные автомобиля, а также проставлена печать автоконцерна. Новые требования не запрещают экспорт поддержанных авто, но значительно усложняют вывоз молодых машин, напрямую связывая это с ответственностью производителей. Это может привести к дефициту доступных автомобилей из Китая на российском рынке, особенно тех, что продаются по сниженным ценам. В итоге ужесточение китайского законодательства направлено на повышение качества экспортируемых автомобилей и защиту репутации производителей, но может обернуться для российских покупателей сокращением предложения и ростом цен на поддержанные китайские авто. Грузоподъемность на автозимнике «Оленек» и «Белях» увеличена до 15 тонн. Укравтодор Якутии обращается к водителям с просьбой соблюдать установленные ограничения. За техническое состояние ледовой трассы, проходящей по территории Оленекского и Анабарского районов, отвечает подрядчик Мирнинское управление автодорог компании «Алроса». Вопросы субсидирования, энергетики и соцподдержки обсудили на ежегодной пресс-конференции. Глава республики дал развернутые ответы на самые важные вопросы в ходе итоговой встречи с журналистами. Смотрите ключевые решения в нашем следующем материале. За несколько лет должны быть все эти объекты не в планах, они уже начинают реализовываться. И действительно, никаких абстрактных планов, только реализация. Один из первых важных вопросов был задан в направлении энергетики. В Якутии к 2030 году намерены удвоить энергетическую мощность. Идет бурное обсуждение возможности строительства ТЭЦ в Южной Якутии. И, как подчеркнул глава, все объекты, которые помогут увеличить мощность, уже скоро будут построены. Новолецкая ТЭЦ, Новолецкая на районе 550 миллионов строится. Вторая очередь, Иргулинская ГРЭС строится тоже на 550 миллионов. Вот Иргульская ГРЭС-2, вторая очередь тоже строится. Первый этап должен быть завершен в 2026 году, второй в 2027 году. Там тоже 160 миллионов. Строится, пусть не так быстро, как хотелось бы, но атомная станция малой мощности Иркутской. В следующем году будет введен 4-й энергоагрегат на Иркутское место компания «Алроса». Южно-Якутская ГРЭС в следующем году, ТЭЦ, Южно-Якутская поселок Ишура в следующем году начнет работать на 330 миллионов. Энергия – это не только киловатты для промышленности, но и тепло для домов, свет для школ. Но есть энергия другого рода – культурная, языковая. И ее тоже важно поддерживать. Не обошел стороной глава и тему поддержки национальных языков. Поддерживаю. Считаю, что поддержка национальных языков, конечно, мы должны поддерживать и все государственные языки, все официальные языки. Мы, несмотря на все сложности, нашли возможность все-таки госпрограмму сначала последовать ее увеличивать и перевести ее до 100 миллионов рублей, и эту сумму сохранять в бюджете. Несмотря на все в следующем году будет даже работа, и в том числе будет оказываться и поддержка нашим национальным печатным изданиям на якутском языке.
Арсений Николаев также поддержал инициативу генерального директора НВК «Саха» Олега Маркова об учреждении премии имени погибшего на СВО тележурналиста Алексея Семенова. Он был одним из лучших корреспондентов и ведущих новостей на русском языке. С самого начала специальной военной операции он у нас был ответственным за всю тематику специальной военной операции. Конечно, его память, как и память всех наших ребят, которые погибли на специальной военной операции, она обязательно будет увеличена. И если вы считаете возможным, давайте внесите это предложение, чтобы там телеграфия компании ВКСТ. Налоговый депутат я обязательно рассмотрю, и, конечно, я считаю, что премия имени Алексея Семенова, может быть, вопрос как раз освещения патриотики, воспитания молодежи нашей, она абсолютно возможна. Кроме того, глава отметил, что в госсекторе планируется оптимизация. Под сокращение попадут около 2000 бюджетных мест. В основном это коснется административно-управленческого персонала. Обсудили и болезненную тему внутриулусных перевозок. Средства все-таки заложены. На следующий год определенная сумма тоже заложена. По итогам этого года глава отметил, что по мастер-плану Якутска реализуется 19 объектов, начиная от детских садов, заканчивая легендарным Ленским мостом. Очень много прозвучало вопросов, были традиционные такие человеческие вопросы, да, о том, как он Новый год встречает. Ну, в общем, думаю, что мы все можем смотреть, мы все, республика имеется в виду, можем в Новый год смотреть все-таки с какой-то надеждой и уверенностью. В конце диалога, конечно, были обсуждены личные темы о том, как встречать праздники, о семье, о простых человеческих радостях. Это стало теплой и важной точкой, напомнившей, что итогом всех планов по энергетике, строительству и оптимизации должен стать комфорт и уверенность в завтрашнем дне для каждого жителя Якутии. Дарья Краленкова, Иван Сорокаумов, Якутск. Более 10 тысяч человек южной части Якутска будут обеспечены чистой холодной водой. В микрорайоне Звездный дали запуск водоузлу номер 7 с возможностью подогрева и дохлорирования воды. На открытии побывала наш корреспондент. В канун Нового года глава Якутии Арсений Николаев торжественно открыл 8 социальных объектов по всей республике. Среди них и водоузел номер 7 в микрорайоне Звездный, который полностью автономен и способен обеспечить жителей микрорайона Звездный и ДСК. Все установленное оборудование на станции полностью отечественного производства. Для ее автономности был установлен дизельный генератор. Он может поддерживать независимость водоузла до 3 суток. Этот водоузел уникальный, он полностью работает в автоматическом, в автономном режиме, может работать без человека, да? Мощность 24 тысячи кубов в сутки. Уникальность этого объекта в том, что мы построили его на озере. Для этого мы сначала откачали полностью озеро, вывезли грунт 34 тысячи кубов, сваи забили на 19 метров в глубину и потом полностью засыпали сухим песком. Для строительства водоузла потребовалось 156 свай и 2 года. За это время был возведен каркас служебного помещения, 2 резервуара для воды и, конечно же, установлены насосы. Зимой стройка не останавливалась и зимой, и весной, потому что, если понять, что вот 32 тысячи кубов, это мы возили полгода, можно сказать, большими, вот все знают жители, китайские машины такие грузовые. Это очень большая, как бы сказать, стройка по-своему. Строительство водоузла велось в рамках реализации мастер-плана города Якутска. Его ввод смог обеспечить чистой и холодной водой более 10 тысяч жителей микрорайонов Звездный и ДСК. Вероника Таюрская, Айлита Махно, Якутск. Состоялось сегодня открытие блока В Нерюнгринской центральной районной больницы. Проект реконструкции входит в мастер-план агломерации города Нерюнгри. Церемония открытия прошла в режиме видеоконференции с главой республики. Подробности в сюжете наших коллег.
Кардинальная реконструкция объектов больницы – одна из ключевых задач стратегического документа, который включен в долгосрочные планы комплексного социально-экономического развития городской агломерации до 2030 года. Это значительный вклад в улучшение качества жизни, повышение социального самочувствия, комфортности наших городов и сел. Площадь нового блока В Нерюнгринской центральной районной больницы – 3500 квадратных метров. 3 этажа. Блок будет функционировать как соматический корпус. Первый этаж приемного покоя практически занимает полздания. Это все сделано для того, чтобы было удобно принимать пациентов, чтобы было удобство и для медперсонала, и для граждан, которые будут обращаться за медицинской помощью. На втором и третьем этаже будет у нас располагаться терапевтическое отделение и отделение неврологии. Отделения достаточно большие, то есть на 30 и 35 коек, соответственно, с различными заболеваниями возможно будет получать как экстренную, так и плановую медицинскую помощь. Для блока В закуплено новое современное необходимое оборудование 5-секционной комфортабельной функциональной койки. Мы обращаем особое внимание на все объекты здравоохранения по республике. В частности, если говорить про Нерюнгринский район, в ближайшее время мы еще откроем 5 объектов после реконструкции. Это такие, как кожно-венерологический диспансер, это скорая медицинская помощь. И, конечно же, каждое открытие у нас сопровождается современнейшим оснащением медицинским оборудованием. В рамках реализации национальных проектов и стратегических указов главы республики проводится не только реконструкция объектов здравоохранения, но и мероприятия по привлечению квалифицированных кадров в район. Только в этом году в Нерюнгринский район прибыло более 40 врачей и более 50 специалистов среднего медицинского персонала. Действительно, в стенах администрации вместе с руководством больницы была разработана и внедрена такие серьезные изменения в муниципальную программу, которая позволяет нам сегодня не просто привлекать медиков для работы на территории нашего района, но и закреплять их здесь для того, чтобы они продолжали работать не год и уезжали потом обратно, а в течение 5 лет. Поэтому эта работа продолжена. У нас эта программа прописана до 2032 года. Поэтому я уверен, что когда начнут функционировать в новом облике все, буквально без исключения медицинские учреждения нашего района, они будут наполнены не только новым оборудованием, но и высококвалифицированным медицинским персоналом. Такие улучшения создают комфортные условия, повышают доступность и увеличивают объем оказываемой специализированной помощи, а главное, позволяют пациентам не выезжать за пределы района и получать необходимую медицинскую помощь на месте. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. 22 декабря отмечается День энергетика, профессиональный праздник тех людей, благодаря которым в наших домах есть свет и тепло. В торжественной обстановке наградили благодарственными письмами и нагрудными знаками тех, кто внес весомый вклад в развитие сферы ЖКХ. Помимо этого, на заседании, приуроченному к знаковой дате, подвели итоги работы за этот год. Первый зампред правительства Якутии Дмитрий Садовников отметил, что год оказался непростым, в том числе в финансовом плане. Несмотря на сложности, все работники отрасли справились и обеспечили стабильность работу систем жизнеобеспечения. В целом министерство работает хорошо, но, конечно, есть определенные сложности, конечно, связанные с финансами. Это в целом экономическая ситуация, которая складывается по всей стране, да и в мире, наверное. Подводим итоги. Конечно, пользуясь случаем, хотим поблагодарить тех работников отрасли, которые работают в таких сложных климатических условиях. Ну и, пользуясь случаем, поздравляем их с профессиональным праздником, пожелаем им крепкого здоровья, успехов, удачи, ну и, конечно, безаварийной работы. В Якутске с 12 по 14 января пройдет финальный этап республиканской научно-практической конференции школьников «Шаг в будущее». В этом году за победу поборются порядка 1500 юных исследователей из 36 муниципалитетов. Конференция пройдет в гибридном формате, сочетая очные и онлайн-выступления. Победители и призеры получат рекомендации для участия во всероссийских конкурсах. Мероприятие проводится ежегодно с 1996 года. Много инженерных проектов, много проектов, связанных с искусственным интеллектом, использованием. То есть сейчас много цифрового направления. Ну, естественно, сильным очень являются также и региональные, да, так сказать, это североведение, арктические направления. Как всегда, они у нас такие приоритетные. Значит, есть основные направления, да, 5 основных направлений, но самих работ они будут распределены по 36 различным направлениям, да, и будет очень много смежных еще, значит, и так называемых сквозных направлений.
В Москве в кинотеатре «Синема Парк» прошел спецпоказ якутского мультфильма «Току и Чисхан», созданного студией детского телеканала «Току» компании НВК «Саха». Это первый якутский полнометражный анимационный фильм, который вышел на большие экраны страны. Как столичные зрители оценили мультфильм и где еще прошли показы «Току и Чисхана», знает Айсена Бурнашова. Увидеть Чисхана, сделать фото на память смогли зрители спецпоказа. Чисхан – символ холода в Якутии, а еще центральная фигура мультфильма. По сюжету он оказывается в опасности, а загадочное потепление угрожает вечной мерзлоте. На кону и главный зимний праздник – Новый год. Задачка не из легких, но отважный жеребенок Току и его друзья находят решение. Они прошли через заснеженные горы, испытания, встретили загадочных существ. Но удалось ли им спасти зимний праздник и Чисхана? Ответ точно знают столичные зрители, дети и их родители. Тебе понравилось, Алина? Ага, там мус барите, то есть халыба по-якутски же все было. Ей очень понравилось. Да. Здорово, весело, столько песен. И даже не понимая якутского языка, все понятно, почти ничего не переводили. Очень понравился, очень хороший мультик, очень добрый, очень сказочный. Так что нам очень понравилось, да? Тебе понравилось? Да. Вот. Зимняя сказка «Току и Чисхан» прошла на якутском языке с русскими субтитрами. Сеанс длился 1 час и 10 минут. И каждая секунда стоит просмотра, говорят эксперты. «Току» относится к такому зрительскому сегменту, самому сложному, самому важному. 0+, самые маленькие наши дети. Очень важно, что мультфильмами вы продолжаете поддерживать традицию сохранения якутского языка. И мультфильм создается на национальном языке. Хорошего и долгого плавания, как у нас говорят, вашему прекрасному мультфильму. Не просто мультфильм, большая история о дружбе, смелости и поиске себя. Простой сюжет, но с глубоким смыслом, что любые испытания легче проходить вместе. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. Чарующе может звучать не только хамус. К завершению подошел марафон «Топот мамонта». 2 месяца школьникам Якутска рассказывали о национальных музыкальных инструментах. На уроке побывала и наша съемочная группа. Послушать Крымпу в стенах родного класса дорогого стоит. Хотя ученикам гимназии АИКГТ это не стоило ни рубля. Марафон «Топот мамонта» побывал уже в 12 школах Якутска. Волонтеры показывают ребятам все многообразие якутской музыки. Ведь это не только хамус и барабаны, но и целая куча не менее интересных инструментов. Когда мы проводим интерактивную лекцию к выставке, мы всегда спрашиваем, кто сегодня с утра поел, может быть, сливки взбитые в кёрчах. И до сих пор многие бабушки, мамы готовят вот этот кёрчах. И мы рассказываем, что в былые времена вот такие кёрчахи изготавливали именно используя вот такой инструмент ТГЯ. И данный инструмент в былые времена наши бабушки не выкидывали, и они изготавливали вот такой инструмент под названием, под названием ТГЯ. Не забыли на выставке и о коренных малочисленных народах Севера. Вот у меня сейчас в руках инструмент, который называется манкарук. Это погремушка, которая в ходу у эвенов, эвенков и юкагиров. Сделана она из рога оленя, и даже вот эти вот штуки – это ногти. Помимо того, что ее используют как такое развлечение для детей, ее еще и зазывают оленей. Дети могли попробовать себя в роли перкуссионистов. Здесь все можно взять в руки и поиграть. А для полного погружения в культуру Якутии ребятам приоткрыли завесу тайны косторезного искусства. Символ на обереге из кости лося каждый выбирал сам для себя. Мне очень понравилось, так как я узнала много нового. И я не думала, что в разных линиях могут быть какие-то значения. Мне помогали как-то инструментом, пилочкой, дрелью дырочку делали. Ну, это.
Пусть это завершение марафона «Топот Мамонта», его авторы полны новых идей. В следующем году инициаторы запускают новый проект по бесплатному обучению якутян на Крымпе. Ржина Гармаева, Илья Сыромятников, Якутск. В Ленске состоялся очередной мастер-класс в рамках проекта поддержки женщин из семей участников специальной военной операции «Карта желаний», который проходит при поддержке депутата Госсобрания Илтумен Натальи Сидоркиной. На этот раз жены бойцов приготовили капкейки с индивидуальным предпринимателем-кондитером Анной Петровой. Мастер-класс по приготовлению десертов стал 4-м в этом году. Девушки, супруги бойцов, уже посетили занятия с психологом, занятия по современной хореографии и мастер-класс с художницей Альбиной Колбик. Сегодня им выпала возможность приготовить сладкий десерт для себя и своих близких. Мастер-класс у нас будет праздничный, новогодний. Мы будем с девочками делать капкейки с разными начинками и трайфлы. Также у нас будет новогодний яркий праздничный декор. Декор абсолютно будет весь съедобный. И в конце мероприятия я запланировала девочкам небольшие символические призы. Делаем пипеточку. Раз, крутим. 2 крутим. И на 3-й раз, оп. И все. Сделали, поставили. Так, я рядом. Вела мастер-класс владелица кондитерской «Азбука десертов». В начале мероприятия предприниматель познакомилась с участницами. Люблю заниматься рукоделием. В свободное время создаю изделия из бусин. Это сумки декоративные корзины. Люблю вышивать. И не так давно открыла для себя технику вышивания бисером. Здорово, это терпение надо. После кратко рассказала историю развития своего бизнеса. С каждым разом все получалось, конечно, все лучше и лучше. Я не могу сказать, что вот я с первого раза выпекла, и все такие: вау, как красиво, как вкусно. На большом столе были представлены все необходимые ингредиенты для приготовления трайфлов и капкейков. Анна Петрова рассказала девушкам о секретах приготовления лакомств и показала, с чего начинается процесс. Он оказался несложным. Под чутким руководством кондитера девушки наполняли заготовки начинкой, украшали кремом и шоколадной крошкой. Столько нового и интересного я для себя узнала. То есть я никогда до этого не то что не украшала, я не выпекала никогда никакие ни капкейки, ни трафлы. То есть мне очень понравилось. Мастер-класс был интересным, увлекательным, а самое главное — это сладким и вкусным. В течение мастер-класса меня наш наставник хвалила неоднократно, сказала, что у меня есть некие задатки кондитера. Мне это очень порадовало. Многие девушки благодаря мастер-классу открыли в себе новые таланты. Во время приготовления участницы делились идеями и просто наслаждались временем, проведенным друг с другом. Общались на разные темы и могли отвлечься от повседневных забот и тяжелых мыслей. И ты отвлекаешься очень хорошо с помощью мастер-классов, то, что девочки между собой где-то разговаривают, да, когда есть возможность выйти, да, куда-то, пообщаться с такими же людьми, как ты, это очень много дает, это дает очень много сил, поддержки, и даже те же эмоции, да, тоже где-то вот ты немножко отвлекся, у тебя вроде как радость появилась какая-то. Атмосфера на встрече была по-настоящему вдохновляющей. Улыбки, живой интерес и искреннее общение создали особое настроение. После мастер-класса девушки унесли с собой коробочку сладостей, приготовленных собственноручно, и сувенир на память. Следующий мастер-класс запланирован по самообороне. Он состоится уже в конце января. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Ну а в Алдане накануне Нового года прошло открытое первенство по хоккею с шайбой среди детей. Кроме команд из Якутии, на турнир приехали гости из Амурской области. За баталиями на льду наблюдал Руслан Павлов. Детский хоккей в Алдане постепенно набирает обороты. Благоприятные условия для тренировок, наличие профессиональных наставников располагают к развитию хоккея с шайбой. Научиться играть в хоккей желают как мальчишки, так и девчонки, а их результаты и рвения выливаются в то, что местная команда «Золотые соболя» выходит на площадку в смешанном составе. Нравится девчонкам играть, но с отдельной команды нет женской, поэтому подравниваются под парней, устают больше, но играют не хуже. Наличием девчонок на льду могут похвастать не только алданцы. Гости из Тынды, команда «Северяк» также привезла в своем составе игрока с косой до пояса. Мы только усилили свою команду этой девочкой. Она у нас даже получше мальчиков.
Современный хоккей не стоит на месте. Мы уже наблюдаем появление новых форматов. В профессиональном спорте это игра 3 на 3, на местах это смешанные составы, где наравне. В одном звене играют мальчишки и девчонки. Напробовали разные варианты. Сейчас будем пробовать в реальной схватке. Ну, думаю, должны дать бой ребята. Да, у нас в команде вообще 2 девочки, но одна недавно пришла, а вот София с нами играет уже 5 лет. И она у нас капитан команды, да. Держит всех в ежовых рукавицах, так сказать. Спорт на коньках привлекает все больше внимания. Кроме хоккея, в Алдане есть уже секция по шорт-треку. На будущее планируется организовать фигурное катание. Детский хоккей, он начал очень хорошее, стабильное развитие. Наши спортсмены принимают участие как на республиканских, так и на дальневосточных соревнованиях. Практически каждые 2 месяца наши команды по разным возрастам выезжают. Также у нас активно сейчас развивается и шорт-трек. У нас есть тренер по шорт-треку, молодой специалист. Буквально на днях они выезжают на чемпионат города Нерюнгри на соревнования. Ну и, конечно же, наша мечта, чтобы в этом прекрасном комплексе маленькие девчата тренировались фигурному катанию. Это наша такая большая мечта. Мы над ней работаем. Новогоднее первенство по хоккею завершилось победой полярных волков из Якутска. «Энергия» из Нерюнгри заняла 2-е место, на 3-й и 4-й позициях команды из Амурской области, Амурские Орлы и Северяк соответственно. Алданские «Золотые Соболя» замкнули список участников турнира 5-е место. Год на исходе, а хоккейный сезон в самом разгаре, где будут новые встречи, горький опыт поражений и, конечно же, радость побед. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. К этому часу это все новости. Такие мы видели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.